Сегодня историческая наука превратилась в настоящее поле боя за умы и сердца людей. Именно так эксперты оценивают ситуацию вокруг общего прошлого. Участники форума отмечают, что когда факты пытаются переписать, научное сообщество должно отвечать системно. Масштабный фестиваль в Музее боевой славы собрал как раз тех, кто готов аргументированно отстаивать правду. В настоящее время историческая наука становится линией фронта. Борьба идет за сердца людей. При этом, к сожалению, зачастую правда подменяется ложью. Происходит подмена понятий, либо допускается откровенная фальсификация. Так, например, в странах Запада герои Великой Отечественной войны приравниваются к нацистским преступникам. Это ли не кощунство? Защитники Абхазии в ходе Отечественной войны 1992-1993 годов именуются не иначе, как сепаратистами, а участники специальной военной операции агрессорами. Этому необходимо противостоять системно, аргументированно, доказывая свою правоту и отстаивая собственную точку зрения. Враждебной пропаганде необходимо действительно противостоять и очень устойчиво. И нынешний фестиваль – это один из таких шагов. Программа фестиваля охватывает 3 ключевых периода: Великую Отечественную войну, Отечественную войну народа Абхазии и сегодняшнюю войну в Украине. Организаторы считают, что это не хроника разных лет, а единая преемственность поколений героев. Сегодняшнее мероприятие объединило представителей научно-экспертного сообщества из Абхазии и России, историков, поисковиков, архивистов, общественных деятелей и ветеранов. Наш фестиваль посвящен сохранению исторической памяти о 3 войнах: Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и специальной военной операции, продолжающейся по настоящее время. В условиях ожесточенной борьбы за души и умы наших граждан, и особенно представителей молодого поколения, когда история стала полем сражения, передача достоверных исторических данных о поколениях героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Родины, приобретает особый смысл. На фестивале презентовали новую книгу «Битва за Кавказ». Это издание – часть масштабного проекта российских исследователей. К столетию Победы авторы планируют выпустить фундаментальную историю Великой Отечественной войны. Труд развернется более чем на 50 томов и будет основан на детальном изучении рассекреченных архивных документов. Проблема у нас в том, что в Советском Союзе и в России выходят 12-томники. Почему-то выбран был такой формат, непонятно почему, и пытаются вот это ключевое событие нашей истории 20 века, государствообразующее событие, запихнуть в 12 томов. Следующий такой же 12-томник планируется буквально там в течение 10 лет еще один такой сделать. Зачем это делается, не очень понятно, потому что, например, в США, если вы посмотрите на этот слайд, история Второй мировой войны, которая для них не является ни секундным ключевым событием истории, изложено в 85 томах. Ну и мы поставили перед собой задачу к столетию победы Великой Отечественной войны, к 2045 году, постараться вот эту проблему решить своими силами. И, соответственно, где-то мы думаем, что сделаем порядка 50-54 томов, закрыв основные сражения в Великой Отечественной войне. Помимо научных докладов, программа включает и кинопоказы. Зрителям представили документальные ленты о переломных сражениях на Кавказе и о государственных деятелях республики. При этом организаторам пришлось скорректировать график и уложить все мероприятия в один насыщенный день. Мы со своей стороны, Абхазский научно-исследовательский институт имени Дмитрия Гулия, Абхазское историческое общество и Республиканская общественная организация «Абхазпоиск», совместно мы сейчас проводим, с нашими российскими друзьями, естественно, проводим этот форум. Форум мы назвали еще фестивалем, потому что предусмотрены показ фильмов о Великой Отечественной войне, о нашей войне и, в первую очередь, о Владиславе, конечно. И надеемся на дальнейшее наше сотрудничество, и не только с теми, кто сегодня, но еще более расширить наши границы.
По словам организаторов, взаимодействие ученых, архивистов и поисковиков двух стран обязательно продолжится, а сам форум в будущем планирует сделать ежегодным. Заур Кварча, Торник Амичба, Абаза ТВ.